Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В Якутии 25 и 26 марта прошел второй молодежный фестиваль «Мусустар». Фестиваль дает возможность молодым людям региона проявить себя в креативной индустрии. О главных итогах фестиваля нам расскажет гость студии Александр Сусоев, первый заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Александр Владимирович, здравствуйте. Валерия, доброе утро. Расскажите, какие площадки были организованы в этом году на фестивале, и сколько молодых людей подали заявки, и какие направления оказались самыми популярными? Но по сравнению с 2021 годом у нас насыщенная программа, география более широкая, скажем так, а также количество участников в разы больше. Также количество треков у нас в этом году увеличилось на 3. В этом году мы добавили такие треки, как «Молодой ученый», потому что нам необходимо было показывать, демонстрировать народу успешные продукты, которые создаются нашими учеными. Кроме этого, у нас второй трек, который был добавлен, это ESG. В переводе это означает вопросы по экологии. В прошлом году, вы знаете, у нас много пожаров было. Этот вопрос в целом в нашем регионе всегда актуальный, поэтому в этом году мы добавили данное направление. И третье направление мы добавили литература, потому что это тоже часть креативной индустрии. Нам важно было тоже посмотреть ребят, и в том числе по литературе, стихам, поэзии там, и так далее. А по количеству, если сказать, то в прошлом году порядка 4-5 тысяч было участников, потому что были большие ограничения по пандемии. Вы знаете, да? Кроме этого, мы не смогли привести наших делегатов с районов республики, опять-таки из-за ограничений. А в этом году у нас более, такое разрешение произошло, поэтому в этом году у нас в режиме офлайн и в районах, и в городе Якутске мы охватили порядка 17 тысяч молодых людей. Это в несколько раз больше, чем в прошлом году. Кроме этого, мы посмотрели онлайн-трансляции, порядка 200 тысяч человек уже посмотрели. А в прошлом году по итогам всего 90 миллионов человек просмотров было. Я думаю, в этом году вот такое участие, скажем так, и в режиме офлайн, и онлайн, оно намного шире и глубже, скажем так. А какие направления оказались все-таки самыми популярными? Но самые популярные по количеству охвата – это трек «Молодой ученый». Там несколько тысяч прошли через этот трек. Мы проводили в стенах и Северо-Восточного федерального университета. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство СВУФУ. Кроме этого, мы охватили студентов, молодежь Агату, Чивкис, Агики, а также средних учебных специальных образовательных организаций. Такие традиционные мероприятия, например, как о науке, просто вот эти раньше локально проходили, вот эти конкурсы. И благодаря нашему фестивалю мы подняли на уровень Республики Саха-Якутия. И вот эти все наши активности посмотрели в других субъектах Российской Федерации, поэтому и мы считаем, что фестиваль прошел успешно, позитивно, потому что мы знаем, какие сейчас вопросы стоят и внутри страны, и за пределами. Да? И вот в это время, на самом деле, мы такие активности обязаны проводить. И именно, наоборот, усиленно. Потому что сейчас, вы знаете, различные сферы, они опустошены, скажем так. Да? И в это время молодежь должна быть таким продвинутой стороной, чтобы именно этот вакуум наполнить. Понимаете, да? Новые продукты мы должны создавать, мы должны координироваться не только с другими субъектами, но и с федеральной властью, с московскими нашими хедлайнерами. Да? Поэтому мы должны были провести этот фестиваль, и мы провели. А по количеству заявок, которые подавала молодежь, какие направления собрали больше всего количество желающих поучаствовать? Ну вот я уже упомянул про молодой ученый трек, да, кроме этого у нас спорт, этот трек всегда актуальный. Мы провели ГТО во всех районах республики, потом самых сильных, скажем так, команд пригласили в город Якутск, и здесь в здании 50 лет Победы, благодаря поддержке Министерства спорта, провели такой масштабное состязание, скажем так, поэтому
Ну и кроме вот этих соревнований по ГТО провели ряд мероприятий. Это и по масс-рестлингу. Кроме этого, вы знаете, что были приглашены хедлайнеры, такие как Адалина Сотникова, олимпийская чемпионка, сестры Аверины и так далее. И залы были пустые. То есть пустых мест не было, оговорился, да? Весь зал полный. За один день мы это собрали, потому что Аделина Сотникова дала добро именно в последний день, скажем так, да? И благодаря этому ребята очень быстро собрались. Кроме этого, мы там показывали мастер-классы от олимпийских чемпионов нашим детям, 5 лет, 7, 10 лет, да, и очень тоже хороший такой у нас канал открывается. Аделина Сотникова увидела одну нашу девочку, Софию, она тренируется тоже, да, и уже хочет забрать ее в Москву на федеральный уровень. А вдруг наши девочки станут в будущем олимпийские чемпионы, понимаете? Но к хедлайнерам мы еще вернемся в нашей беседе. Хотелось бы спросить про самые популярные треки мы поговорили. Расскажите про менее популярные. О чем говорит их непопулярность? Возможно, нет талантов в этих направлениях или это недостаток рекламы и информированности молодежи? Но мы так вот это не зафиксировали, то, что вот неинтересно, да. Вот могу, например, сказать про трек «Кинематография». Вы знаете, что у нас профессиональных сценаристов очень мало, пальцами можно сосчитать, да, и вот индустрия кино хотела увидеть новые лица. Ребят с районов, с городов, центр республики, да, и вот на самом деле там порядка 70 работ поступило, как будто мало, но это очень хорошо в случае, когда нет у нас сценаристов, понимаете, и на самом деле руководство Сахафильма, режиссеры, которые вели этот трек, были очень довольны, потому что даже из этих 70 человек выстрелить 5-6 человек, это уже успех. Конечно, работы были не профессиональные, это мы ожидали, да, но были очень интересные работы. Поэтому я уверен, что Сахафильм уже их увидел, все списки собрал и сейчас начнет приглашать к себе самых таких интересных авторов. И я думаю, что в течение этого года и последующие годы мы услышим новые имена. Городская молодежь всегда достаточно активна в проведении таких масштабных мероприятий. А что вы можете сказать насчет сельской молодежи? Какой район нашей республики был наиболее активным? Наиболее активным можно назвать такие районы, как Чурапчинский. Я думаю, это связано с тем, что Степан Анатольевич Саргадаев был избран главой. Он наш бывший министр, скажем так, и он начал сразу в районе поднимать вот эту работу по молодежной политике. Вот Чурапчинский район, Кобяйский район очень такой активный стал, Горный Луз, Амгинский, Мигино-Кангаласский. Вот эти районы очень такие активные всегда. Нерюнгринский я забыл сказать, да, Алданский район. Вот эти районы, хотя далеко находятся от центра, но очень активно приехали. Мы даже определенные квоты добавили, там 15 человек, 20 человек. Они перевалили это и приехали там намного больше человек. Мы, конечно, обязаны были всех пропустить, и они очень активно приняли участие. В первый день, вот 25 числа, мы полностью работали по трекам с утра до вечера. В прошлом году мы как бы совместили с основным днем, как-то было очень активно, слишком насыщенно. Да? В этом году мы это поняли и расширили на 2 дня. Поэтому 25 числа все наши делегаты, все участники разных конкурсов работали с хедлайнерами, круглые столы, активности, соревнования и так далее. А во второй день, 26 числа, мы до обеда сделали этноквест. Это благодаря Министерству внешних связей. Вообще молодежная политика – это такая межведомственная структура. Понимаете, вот мы молодежью должны заниматься все. Не только Министерство молодежи, а все. НВК, Саха, там все должны заниматься молодежью. Вот таким путем только мы дадим возможность ребятам социализироваться и в целом развиваться. Вот во второй день этноквест, там 1000 человек были, очень активно, ребята делились своими эмоциями, писали, говорили о том, что очень много узнали, хотя это всего лишь полдня прошло, да. Были мега успешные и мега
вовлечены в это дело. Потом после обеда вы в курсе, наверное, с олимпийским чемпионками, Аделина Сотникова мастер-классы проводила. Тоже ни одних пустых мест не было. Полностью зал были забиты. Потом основной проект, это 6 часов вечера, мы уже подводили итоги, выступали хедлайнеры, Асей Сергеевич Николаев сам пришел, Андрей Владимирович Тарасенко полностью был на мероприятии, да. И вот вечером мы это все завершили красивым мэппингом, шоу этих спортсменов на льду, да. И вот такие красочные активности мы провели. Давайте вернемся к хедлайнерам этого фестиваля. Расскажите, как проводился отбор хедлайнеров и какие задачи вы им ставили перед выступлениями? У нас очень хороший партнер есть федерального масштаба, называется «Синергия», корпорация «Синергия», да, наверное, все слышали. В эту компанию входит порядка 50 различных направлений, и одно из направлений, вот вы слышали, университет «Синергия», вот таких активностей у них много, и вот они у нас выступают партнерами. И их задача уже работать на федеральном уровне. Вы знаете, сидя здесь, мы не можем достучаться до каждого хедлайнера, до олимпийских чемпионов, поэтому мы попросили их работать в этом направлении. Они услышали наши пожелания, мы хотим, например, видеть этого, и они начали отрабатывать. И, конечно, были и другие, должны были прийти хедлайнеры, но из-за разных ситуаций некоторые не смогли. В следующем году мы рассчитываем, что будет еще больше хедлайнеров, мы еще расширим, вот, будет супер. Расскажите, как все сложилось у победителей первого фестиваля и какие перспективы открываются у самых лучших в этот раз? Благодаря договоренностям Андрея Владимировича Тарасенко мы достучались до, скажем так, руководства нашей Росмолодежи в плане именно розыгрыша грантовых конкурсов. Вот этих активностей у нас в республике никогда не было. Все проходило на федеральном уровне. Вот благодаря этим договоренностям мы сами здесь смогли провести конкурс грантовый. Суммы грантов варьировались от 5000 до 1,5 миллиона рублей. И могли участвовать не общественные организации, как у нас традиционно идет, да, а физические лица. То есть Иванов Петя, Сидорова Маша там, и так далее. Если ты старше 14 лет и младше 35 лет, мог участвовать. И если анализировать гранты, которые были выиграны в прошлом году, 10 грантов выиграло 10 ребят, да, они все успешно реализованы. Это и проект «Навигатор», это и проект по волонтерам, медикам, различные форумы республиканские, да, они полностью все проведены. А в этом году мы повторили это и даже дальше пошли. В прошлом году 10 проектов было выиграно, в этом году 11. В прошлом году порядка 40 проектов было поданы, да, заявки, в этом году порядка 80, то есть в 2 раза больше. В прошлом году наши ребята выиграли 3 миллиона 800 тысяч с копейками, в этом году более 5 миллионов, понимаете? Вот везде есть рост. И мы под карандаш взяли каждый проект, они все республиканского масштаба. Например, один пример могу привести, это Михаил Лукачевский, известный молодой человек, который занимается фильмом. И он в этом году выиграл 1 200 000 рублей, снимает фильм, кино детское под названием «Там, где танцуют стерхи». Понимаете? Тоже очень патриотичное, очень такое перспективное, скажем так, инновационное в какой-то части. Да? Вот этот проект 1 200 000 выиграл. Я думаю, сейчас Михаил уже радостный ходит и уже думает над развитием своего проекта. Александр Владимирович, спасибо вам большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Желаем, чтобы в следующем году, да и с каждым последующим годом фестиваль становился все масштабнее и масштабнее. Спасибо. Спасибо. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. До новых встреч.